Здесь, на высоте 1500 метров над уровнем моря, где располагается древнейший христианский храм на территории России, можно сказать, ровесник Киевской Руси, Хаба-Ярды, проводятся масштабные работы по его спасению. Собственно, начинается новая глава в истории уникального памятника 8-9 веков. И важно отметить, что стало это возможным благодаря финансовой поддержке президента группы «Сафмар» Микаила Гуцериева в рамках договоренностей с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым. И археологи, и реставраторы тут говорят, в первую очередь надо сделать водоотводы. Угу. И Вода вода стекает вот туда, и именно эта причина является из-за того, что вот этот храм повело полностью. Сначала сделать водоотводы, потом начать все работы. В первую очередь. Имеется работа реставрационная. Да. То есть сначала мы опоры проведем археологию, а после этого уже потом уже реставрационная. надо. И чем скорее это сделают эти водоотводы, тем больше шансов сохранить вот эту конструкцию. Храм находится в аварийном состоянии, разрушается кладка, осыпаются уникальные фрески. Первый этап укрепления фундамента и несущих конструкций. Все работы ведутся под контролем ведущих реставраторов. На месте ход работ проверяет представитель группы «Сафмар» Микаил Тумгоев, который отметил, что это системный проект. И мы не просто консервируем памятник, готовим его к полноценным археологическим исследованиям. Финансирование полностью обеспечено фондом Возрождения, созданного специально для Ингушетии. Мы находимся на территории храма Хаба-Ярды, где в рамках масштабной программы ведутся работы по сохранению и реставрации объектов культурного наследия. Работы идут за счет средств благотворительного фонда Возрождения, созданный Микаилом Саварбековичем Гуцериевым, и при поддержке главы республики Махмуда Али Макшариповича Калиматова. Данный храм имеет историческую ценность не только для Республики Ингушетия, но и для всей России. Храм является одним из древнейших христианских храмов на территории России. В 2024 году мы приступили к археологическим работам снаружи здания. Провели полностью все необходимые работы. На сегодняшний день, вы видите, мы уже зашли в сам храм, установили балки, опоры установили. И в ближайшие дни начинаем проводить археологические работы в самом здании, в самом храме. Когда закончится работа, это тяжело сейчас сказать. После того, как мы внутри храма проведем археологические работы, есть подозрение, что мы там обнаружим нижние этажи в этом здании. То есть все будет от этого зависеть, когда мы закончим именно все работы по этому зданию. Прямо сейчас внутри древнего храма Хаба-Ярды идет экстренное возведение поддерживающих конструкций. Эти мощные конструкции наподобие строительных лесов, временный каркас, который не даст тысячелетним стенам рухнуть во время будущих археологических раскопок. Каждую колонну, каждый арочный проем буквально берут на карандаш. В храме Хаба-Ярды сейчас проводятся работы по укреплению, противоаварийные работы по укреплению внутренней части храма. Это деревянные конструкции, которые ставятся для того, чтобы археологи могли спокойно и безопасно заниматься своими археологическими работами. Вот. Сейчас в данный момент у нас на 80%, на 90% укрепления закончены снутри, и в скором времени мы начнем их ставить снаружи. То есть стены храма и купола храма, там 4 купола и высокие стены, как мы видим, они и снаружи и снутри прикрепляются для безопасности. Говоря по-простому, лесами, да? Внутри, абсолютно верно. Там весомые такие балки стоят и брусы квадратные. Но они все просчитаны у нас по проектам. Наши проекты готовили питерские институты и от группы АСМ. Вот. И по проектам хорошо вот эта работа продвигается сейчас в данный момент до миллиметра, можно сказать. Рассчитано было все. Внутри храма никогда не проводились системные раскопки. Цель археологов – исследовать культурный слой под полом, где могут сохраниться предметы 5-9 веков. Предполагаются археологические исследования в преддверии проведения работ по сохранению этого памятника. Наша задача именно вскрытие археологических площадей внутри, вокруг этого здания и попытаться помочь уже к нашим специалистам, которые будут работать на этом плане по
по ремонтно-восстановительным работам. Вообще храм Тхаба-Ярды занимает центральное место в системе древностей, в системе объектов культурного наследия не только нашего региона, но и Северного Кавказа, и в нашей стране в целом. И не зря памятник стоит на учете как объект федерального значения, и этот статус имеет достаточно давно. В общем, и, конечно же, его раскрытие, его сохранение имеет важное значение в деле сохранения в целом, в широком аспекте исторического наследия истории. Да, и также является важным маркером в целях популяризации, пропаганды культурно-исторического наследия нашего региона. Поэтому, конечно же, храм, который находится в аварийном состоянии, его необходимо, конечно же, спасать и изучать, выявлять. Ученые уверены, под храмом могут находиться еще более древние постройки и, возможно, языческое святилище 1-7 веков. Современные технологии позволяют заглянуть в прошлое с помощью 3D-сканирования. Создается точная цифровая копия храма. Это поможет не только в реставрации, но и в будущих исследованиях. Пришло к пониманию, что прежде чем заявить про стопроцентный подготовленный проект реставрации храма, значит, нужно провести археологические работы и посмотреть то, что находится под уровнем существующей земли. Археология на храме проводилась не один раз, но всегда она проводилась снаружи храма. То, что находится под храмом, мы не знаем. Поэтому вот нужно это установить. Я не исключаю, что под храмом могут находиться некие объемы подземных конструкций, или склепы, или какой-то полуподземный этаж. Соответственно, нам в результате археологии все это нужно выявить, посмотреть состояние этих конструкций. И если, не дай бог, треснули они, это будет обоснованием того, что вот, соответственно, южная, в первую очередь, и западные стены вот в таком критически аварийном состоянии. Поэтому, учитывая общее состояние храма, учитывая, что нужно снимать полы, откапывать под полами, уходить глубоко, метр, может быть 2, может быть глубже. Учитывая состояние здания, был разработан проект временных деревянных конструкций внутри и снаружи храма. Сейчас их устанавливают только внутри пока. Соответственно, как закончится внутри, храм снаружи тоже оденется вот в эти деревянные конструкции, сделанные и установленные для того, чтобы на время археологических работ поддержать стены и своды храма, чтобы, не дай бог, они не пострадали, не упали. Важно, что уже были обнаружены интересные артефакты, фрагменты керамики, металлические изделия, но главные открытия еще впереди. Я поставил археологам задачу продолжить работы археологические снаружи храма, потому что, ориентируясь на рисунки исследователей XIX века, разные рисунки разных исследователей, мы понимаем, что на этих рисунках изображена еще одна стена снаружи. Вот с этой стороны, параллельно вот этой стене, которую мы сейчас не видим, вот, собственно, где стоят специалисты, может быть, еще одна стена. И с обратной стороны храма, со стороны улицы, в одном из пределов, на одном из рисунков показана лестница. Поэтому в том пределе должен быть произведен разбор завалов. Археологи в советское время там копали, но лестницу не обнаружили, потому что глубоко не уходили. Поэтому нам надо уйти глубже и посмотреть лестницу. Лестница могла вести только вниз. Поэтому вот если мы увидим остатки лестницы, то это, конечно, будет тоже определенное открытие. Тхаба-Ярды словно мост между эпохами. Здесь переплелись христианские и языческие традиции, история Аланского царства и современной ингушской эпохи. Сохранив этот храм, мы сохраним ключ к пониманию всей кавказской цивилизации, уверены археологи. И все благодаря неравнодушному участию и финансовой поддержке предпринимателя и мецената Микаила Гуцериева. Адам Мережков, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.